Так, пожалуйста, Дженгшбек, Даниэль Дженгшбекович, извиняюсь. Вопрос. Спасибо за предоставленное слово. У меня есть вопрос. Вот вы предоставили статистику по наличию, да, праворульных автомобилей. А какое число процентов именно участия в ДТП праворульных машин? Есть такая статистика? Я извиняюсь, я представляю здесь, я являюсь представителем Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, но я представляю именно регистрирующий орган, а число дорожно-транспортных происшествий я, к сожалению, с собой не взял. Еще вопрос. Следующий вопрос. Вот все представители ссылаются, забыл представителя Министерства юстиции это спросить, какой все-таки какая статья Конвенции о дорожном движении указывает на правостороннее движение и запрет в использовании праворульных машин? Никто не смог это пояснить, справки об основании этого нет, ни в одной позиции ссылки нет, я этого не нашел. Я извиняюсь, я тоже затрудняюсь ответить. То есть у вас нету ответа, да? Так, тогда еще. Есть вопрос? Нету? И последний вопрос. Вы как представитель Министерства внутренних дел, конечно, я понимаю, что вы зуна, но все равно другого, к сожалению, у нас нет, да, сейчас. Хотелось бы уточнить, вот все-таки, если такая стратегия выбрана, то есть или тактика по постепенному устареванию праворульных машин, через сколько лет они устареют и выйдут из оборота? Ну, каждое автотранспортное средство является имуществом, личным имуществом гражданина Кыргызской Республики. Здесь мы не можем трактовать или диктовать, когда оно устареет. Как гражданин Кыргызской Республики посчитает нужным утилизировать его или произвести процедуру выбраковки, это право каждого гражданина на пользование своим имуществом. Есть вопрос еще? Последний вопрос, да, вот сейчас точно. Если таких данных нет, а это было использовано как цель именно, да, этого запрета, то в чем тогда суть запрета? Если непонятно, через сколько лет это выйдет из обращения, то зачем этот запрет? В 2015 году, когда закон принимался, а именно ВОЗ, тогда вопрос оставался открытым, что делать с 192 тысячами автотранспортных средств, и они должны были быть использованы гражданами для личного пользования. То есть здесь как-то диктовать гражданам, владельцам автотранспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, утилизировать или избавиться от автотранспортного средства мы не можем, так как это является имуществом. Еще есть вопрос? Нет вопросов, это уже на суд. Манатбекович, что-то у вас есть добавить к вопросам? Нету? Пожалуйста, садитесь. Представители Курманбек Максатбекович, Барвы, вопрос есть? Нет, уважаемый суд. У меня тоже вопрос. Нет вопросов, да? Уважаемый судья, есть вопрос? Пожалуйста, Чинара Аскарбековна. Так, у меня, пожалуйста, тоже к вам несколько вопросов. Скажите, вот из конструкции праворульных машин кузов что-то еще отличает праворульных от леворульных? Если мы запрещаем ввоз кузова, другие запчасти тоже как-то относятся специфически к праворульным, к леворульным? Кузов является составной частью автотранспортного средства. Номер кузова заводится в регистрационные данные документа. С 2017 года, раньше, если мы регистрировали номер кузова, номер двигателя, то сейчас двигатель является для нас запасной частью, такой же, как, допустим, поворотник. А составной частью автотранспортного средства, имеющей идентификационный номер, является кузов. То есть на кузове у нас все крепится, и основной частью автотранспорта является кузов. Следующий мой тогда вопрос. Если мы запрещаем ввоз таких кузовов, да, наши мастера могут сами варить эти кузова? Кто-то за этим вообще контролирует или нет? Наши мастера могут сварить, но при перерегистрации автотранспортных средств мы проводим визуальный осмотр. В случае выявления именно подделок или внесения изменений в конструкцию автотранспортного средства мы по инструкции передаем в правоохранительные органы Кыргызской Республики. То есть в этой части тоже запрет существует, да? Да. Хорошо. И можете ли вы сказать, как вообще поступили наши соседи в таком случае? Они все находятся в этом пространстве, насколько мы знаем, правостороннем, да? Вот если взять страны Евразийского экономического союза, то в Российской Федерации имеется Дальневосточный регион, они тоже шли по пути запрета правосторонних транспортных средств, однако Дальневосточный регион, весь Дальний Восток ездит на правом руле, так как через Японское море они граничат с Японией. В Казахстане на сегодняшний день тоже проблема стоит именно в части замены кузова автотранспортных средств. Как они решили этот вопрос, на сегодняшний день мне неизвестно. Однако правые рули у них тоже стоят под запретом. Такая же аналогичная проблема, как у нас, у них тоже была в части замены кузовов автотранспортных средств. Узбекистан?
А в Узбекистане у них свой автопром, а автотранспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления запрещены. Еще есть, уважаемые судьи, вопросы? Присаживайтесь, пожалуйста.